На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вопросы независимости обсуждению не подлежат. Брифинг Аслана Кубахи, Батала Джапо, Тенгиза Джопо, Лаши Зухба и Ахрабжания на площадке Арсмира. Минздрав передал Центральной районной больнице Очимчиры дорогостоящее оборудование. Репортаж пресс-службы ведомства. Погружение в родную среду с раннего детства. Студия Алок Абжи при поддержке компании Амобайл презентовала серию аудиосказок на абхазском языке. Начнем с официальной информации. Спикер Народного собрания парламента Республики Лаша Ашуба встретился с ответственным секретарем парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергеем Стрельченко, который прибыл в республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню международного признания независимости Абхазии. Открывая встречу, спикер приветствовал гостя и, в частности, сказал: «Мы рады вас приветствовать в Республике Абхазия в преддверии такого большого праздника для нашей республики. Мы знаем о вашем добром отношении к нашей республике, уверен, что наше общение в рамках парламентского измерения принесет много полезных плодов для народов наших стран». Лаша Ашуба выразил Сергею Стрельченко особую благодарность за взаимодействие и поддержку, которую он всегда оказывает парламенту Абхазии. В свою очередь, ответственный секретарь парламентского собрания Союза Беларуси и России поздравил спикера с 15-й годовщиной признания суверенитета и независимости Республики Абхазия Российской Федерации, выразив уверенность в дальнейшем развитии сложившихся отношений, дружбы и сотрудничества. Он также проинформировал Ашуба о предстоящих сессионных заседаниях парламентского собрания и пригласил парламент Абхазии принять в них участие. Тысячелетняя государственность Абхазии не является предметом для дискуссий. В МИД прокомментировали заявления, звучащие в СМИ, о перспективах вхождения республики в состав России. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Абхазия – надежный союзник России, и отношения двух государств регулируются обширной договорно-правовой базой. В Республике Абхазия ценят неоднократные заявления высших должностных лиц России относительно невозможности ревизии фундаментальных основ двусторонних отношений. Безальтернативный путь развития в качестве суверенного независимого правового государства избран народом и охраняется основным законом – Конституцией Республики Абхазия, говорится в заявлении. Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте АИФ.ру, отметил, что в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна и, цитата, «вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины». Вопросы независимости обсуждению не подлежат. 24 августа в Ассоциации работников СМИ Абхазии Аслан Кубахи, Батал Джопо, Тенгиз Джопо, Лаша Зухба и Ахрабжания высказали свое отношение к словам Дмитрия Медведева. Прежде всего я хочу сказать, что отношения Российской Федерации и Абхазии носят добрососедские, дружественные, и что я особо хочу подчеркнуть, взаимовыгодный характер. Абхазия предоставляет Российской Федерации территорию для военных баз. Она радушно встречает российских туристов. Здесь дружественное гуманитарное пространство. Российская Федерация, в свою очередь, оказывает содействие Абхазии и его социально-экономическому развитию. Но это не значит, что наши дружеские отношения строятся в формате, что кто-то кому-то чем-то обязан. Еще раз подчеркну, у нас взаимовыгодные отношения, но мы ничем никому не обязаны. Тем более мы не можем быть обязаны вопросами, которые вынесены в заголовок нашей Конституции, нашего главного общественного договора, статусом нашего суверенитета. Если кому-то здесь, внутри Абхазии, не знаю, в различных кругах или в Российской Федерации кажется, что наши отношения носят абсолютно зависимый характер, и за этот зависимый характер мы чем-то должны поступиться, то хочу вас разочаровать, такого нету. Я вот сегодня совершенно случайно наткнулся в интернете в интервью Владислава Арденда, тогда, когда еще мы не признаны были, когда мы были в жесточайшей блокаде, где он четко и жестко
разъяснял. Мы с кем угодно готовы говорить на любую тему, но касающийся нашей независимости, мы ни с кем не будем разговаривать. Я первым долгом, мы не те люди, чтобы нравоучать экс-президента Российской Федерации, заместителя Владимира Путина по Совбезу сегодня. У него своя позиция, он его выразил. Но мы своими действиями должны ежедневно доказывать, что альтернативы независимости Абхазии на территории Абхазии быть не может. И любой, кто от этой линии отвернется, я имею в виду политических деятелей Абхазии, он просто станет изгоем в абхазском обществе. За эти 30 лет у нас выросло целое поколение молодых людей, которые живут в своей свободной стране. Абхазы сами по себе народ, который ценит свободу больше жизни. Тем более выросло целое поколение людей, которые выросли в свободном государстве, которые просто не представляют себе другой жизни, просто как в своем независимом государстве. И я вчера мониторил, старался следить в социальных сетях и смотреть, какова будет реакция наших официальных властей на ВСК, и будет ли она вообще, если будет, то какой она будет. И, наверное, в силу того, что не довелось нам услышать и чего-то или увидеть этой реакции, наверное, и приходится сегодня в таком составе говорить те слова, которые мы говорим. Важно не мнение со стороны, важно то, как мы относимся к суверенитету и независимости нашего государства сами. То, что так уж получилось, что общество, по сути, в лице нас, явилось инициатором ответа, это тоже однозначно, потому что после анонсации этой пресс-конференции неожиданно появилось и заявление Министерства иностранных дел, появилось и обращение, комментарий Совета Безопасности. Так не должно быть. Вопросы независимости и суверенитета должны быть незамедлительно озвучены нашей политической элитой в лице власти. Это даже не обсуждаемый вопрос. То, что никаких размышлений, никаких рассуждений на эту тему быть не должно. То, что произошло затягивание этого вопроса, говорит о том, что ценности и идеалы, с которыми мы вышли из войны, к сожалению, у наших власть имущих, у людей, которые сегодня решают эти вопросы, оказались почему-то на втором, на третьем месте. Также я считаю, что все политическое поле должно было более активно сразу отреагировать на это. В том числе это касается и оппозиционных партий, которые сегодня сделали заявление, но это тоже поздно, я считаю. Со стороны на нас наблюдают, как мы относимся к своей свободе и независимости, насколько мы в этом вопросе непоколебимы, насколько мы едины. Этот вопрос вообще не обсуждается никем, не должен обсуждаться. Здесь мы должны быть едины во мнении, что наша независимость и суверенитет останутся, и мы все сделаем для того, чтобы он остался и для будущих поколений. И еще очень плохо, что провластные партии никак не отреагировали, потому что мне, честно говоря, иногда бывают у нас случаи, когда провластная партия на какие-то события сразу реагирует целым заявлением. Например, при всем большом уважении к президенту страны, его мочекаменные проблемы больше интересуют некоторые политические партии. Причем это не просто политические партии, это ветеранская партия. Она должна была одна из первых встать и сказать, что это невозможно. Мы запросили их. Это неправильно, что так происходит. Я считаю, что раз такие какие-то заявления возникают со стороны руководства Российской Федерации, возможно, конечно, они для других ушей. Возможно, да, для других каких-то ушей, противников и так далее. Но раз нас окликнули, мы же должны оглянуться. И эта заторможенная такая реакция всей политической, государственной структуры, общественной структуры Абхазии, когда тебя окликают, и ты никак не хочешь повернуться и ответить, где прямо чувствуется такой мандраж, такой. То есть это поражает.
полагаю, и я думаю, что в некоторой степени я прав, что возможность говорить так даем мы сами, наше руководство, политическое, там какое-то, экономическое. Вот они себя так ведут, принижая свой статус, не соблюдая никаких дипломатических протоколов, переваливаясь через российскую границу, там потусоваться или поехать на Красную Поляну. А такой любой визит для любого государственного, значит, чиновника это визит. Да? А у нас это вот так, у них, так они проводят такое какое-то свое время, как будто это тоже их огород. То есть вот это понижение государственного статуса нашими чиновниками, да, фактически, начиная от президента, там, заканчивая любимым, она приводит к тому, что с нами можно по-всякому, оказывается, разговаривать. Специально или нехотя, уважая или не уважая, неважно. Ну, можно, оказывается, так говорить. Я считаю, что это надо уже как-то, знаете, обратить внимание уже, собственно, на личности этих людей, которые так своим поведением так принижают. Я имею в виду своих. Да? Хочется сказать, что обязательство защищать суверенитет Абхазии, в том числе военным путем, Российская Федерация взяла на себя добровольно. И в случае возникновения любых веских причин эти обязательства действуют. Я не представляю себе ситуации, при которой, чтобы защитить наш суверенитет, Дмитрий Анатольевич предполагает возможным его ликвидировать. Мне это не совсем понятно. И вот веская причина, которая была озвучена, веская причина, ну, в случае которой я это говорил, я это еще раз подтверждаю, что мы готовы воевать за независимость. Веской причиной, в принципе, возможно, с точки зрения Дмитрия Анатольевича, является открытие второго фронта, к которому призывались власти Грузии. Так вот, в этом случае мы, безусловно, предпочтем воевать за свою независимость, нежели вступать в состав России, чтобы быть защищенными. Нет в истории примеров, когда государства вот как будто по лакированному паркету прошли к своему благополучию. Вы можете взять любую страну Европы, Соединенные Штаты, Австралию, Китай, Россию, Японию, Чили. Все эти страны сотрясали социальные, гражданские, экономические коллизии. Приходилось очень тяжело. Но все эти страны, вот как на маяк, ориентировались на одну вещь, на свою свободу, на свой суверенитет, свою независимость, на свое право считать эту территорию суверенной собственностью. Те, кто выдержал это, они сегодня пришли к процветанию, к благополучию. Вас не должны пугать временные трудности. Если вы думаете, что за 30 лет мы ничего не достигли, это неправда. Если вы поживете 5 лет в другой стране и ощутите пресс юридической, правовой, экономической и просто беспредельного права на себе, тогда вы поймете, что вы здесь живете под крышей Республики Абхазия и очень даже неплохо себя чувствуете. Не забывайте об этом, особенно молодежь, помните об этом. Вы должны все перенести, вложить свою лепту, свой вклад. И уже это ваша работа вперед нашу страну двигать. Надо все выдержать и ни в чем никому не уступать. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с главами районных администраций. Обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 30-летия Победы и независимости и 15-летия международного признания Абхазии. Главы администрации районов представили подробные планы мероприятий, которые будут проведены 26 августа. Согласно докладам глав администрации, в районах будут проведены праздничные концерты, выставки, конкурсы, турниры, церемонии возложения. В преддверии праздников проводятся работы по благоустройству памятников и парковых зон. Также планируется проводить встречи с ветеранами. В связи с тем, что заявки на проведение ремонтно-восстановительных мероприятий в рамках работы Государственной комиссии значительно превышают изначально заложенные в бюджет, премьер-министр Александр Ангваб подчеркнул, что оставшиеся объекты будут в обязательном порядке ремонтироваться до конца текущего года и в следующем году. По словам вице-президента Бадры Гунба, в рамках подготовки к праздникам в республике ведутся регламентные работы по освещению и нанесению дорожной разметки вдоль
республиканской трассы. Также проводятся ремонтно-восстановительные работы на железнодорожных вокзалах и станциях, восстанавливаются мосты и прочие сооружения. На совещании также детально обсудили вопросы выплат материальной помощи семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии. По завершении совещания вице-президент Бадра Гунба поручил главам районов усилить работу по подготовке к предстоящим праздникам. 24 августа в МИД Абхазии состоялась встреча в преддверии Международного дня пропавших без вести людей. Замминистра иностранных дел Ираклий Тужба провел рабочее совещание с представителями общественности, задействованными в организации мероприятий, приуроченных к Международному дню пропавших без вести. Во встрече приняли участие секретарь Общественной палаты, председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба, представители МККК, директор департамента по делам молодежи и спорта администрации Сухума Эльза Хагба, директор СДЮ Елена Кобахия, представитель МЧС Республики. В ходе встречи участники обсудили организационные вопросы, связанные с проведением мероприятий, посвященных Международному дню пропавших без вести. Памятник советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-43 годах, открыли после реконструкции на перевале Пыв. Участники церемонии возложили цветы, заложили капсулу времени. Ее планируют открыть через 20 лет, к столетию битвы за Кавказ. Повторный доклад по уголовному делу о мужчине, пропавшем без вести в Абхазии, затребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщает информационный центр СК, председателю ведомства написали в соцсетях. В обращении выразили несогласие с ходом расследования обстоятельств исчезновения мужчины. В марте 2003 он выехал из Тульской области на грузовом автомобиле, прошел таможенное оформление в Краснодарском крае и пересек границу с Абхазией, после чего пропал без вести. Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о проведении по уголовному делу комплекса следственных действий и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования о результатах. Дело поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Сотрудники отделения уголовного розыска Гагарского УВД задержали подозреваемого в краже. Похищенное изъято. Тему продолжит материал пресс-службы МВД. Кража в Центральном парке города Гагра по горячим следам раскрыта сотрудниками уголовного розыска районного управления внутренних дел. Задержан подозреваемый Пачули Роман Нударевич, 1974 года рождения, проживающий в городе Ткварчал. При личном досмотре у мужчины изъят рюкзак, ранее похищенный у заявительницы, в котором находились документы и банковские карты потерпевшей, а также денежные средства. Отделом дознания УВД по Гагрскому району по признакам преступления, предусмотренного пунктом В частью 2 статьей 155 Уголовного кодекса Республики, в отношении данного лица возбуждено уголовное дело. Гражданин Пачули заключен под стражу. Коммерческие банки Абхазии получили возможность внедрять мобильные приложения. Банком Абхазии реализован проект по онлайн-взаимодействию процессингового центра с автоматизированными системами банков-участников абхазской платежной системы АПРА. Реализация данного проекта позволит банкам Абхазии предоставлять своим клиентам новые сервисы, такие как дистанционное банковское обслуживание с использованием мобильных устройств. Пробки на границе Абхазии и России сохраняются до конца сентября, рассказали РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи. Как отметили в таможне, туристический поток летом 2023-го бьет все рекорды. Так, в сутки государственную границу с Абхазией проходят до 70 тысяч человек, проезжают 11 тысяч автомобилей. Ранее пресс-служба сообщала, что пропускная способность на границе превышена более чем в 7 раз по сравнению с проектной мощностью. Минздрав передал Центральной районной больнице Очимчиры дорогостоящее оборудование. Подробности в репортаже пресс-службы Минздрава. Минздрав Республики Абхазия передал Центральной районной больнице Очимчиры дорогостоящее оборудование. Малую операционную медучреждение оснастили современным перевязочным столом. Как рассказал заведующий хирургическим отделением Юрий Риквава, новый перевязочный стол медучреждению был просто необходим. Ранее в их пользовании был стол 30-летней давности. Представляете, это что? Это просто
Тут иногда 2-3 часа оперируем, когда пальцы все это восстанавливать надо. Вот как раз сухожилие, вот если бы не эта лампа, я бы 5 дней там назад сухожилие не восстановил бы. Прелесть это прелесть. Просто стоп нету. Вот в сравнении с этим, что это же в военно-полевых условиях применяется. Это железное все. Вот ложить на таком больных на 2 часа очень трудно, переживаешь. А это прелесть. Кроме того, Минздрав передал больнице новый современный хирургический набор и передвижную лампу. Как отметил глава Министерства здравоохранения Эдуард Будба, все заявки районных больниц Минздрав учитывает и по мере поступления старается оказывать помощь ЦРБ. Мы приезжали сюда, в Очимчирскую ЦРБ, смотрели, какие есть потребности, какие есть сложности. И Мадонна Карбена показала нам вот этот старый перевязочный стол, отсутствие инструментов, которые были на должном уровне. Мы переговорили, написали список. Вот сейчас это оборудование пришло. Вы видите, все новое, все абсолютно достойного, хорошего качества. И все те потребности, которые есть в Очимчирской больнице, они будут Минздравом поэтапно реализовываться. Понятно, что хочется сделать много, но это все финансово емкие процессы. И поэтапно, Мадонна Карбена, как мы с вами проговаривали, мы будем стараться уделять максимум внимания нашей Очимчирской центральной районной больнице. Существенную помощь Минздрав оказал родильному отделению Очимчирской районной больницы. Так в родзал передан сухожировой шкаф для стерилизации инструментов, существенно облегчивший работу врачей. Мы очень благодарны, потому что, да, на самом деле очень... Нет, сухожировой шкаф он был, но он очень плохо работал, да, и потом приходилось в другое отделение ходить. Пациенты, которые здесь находились, они точно стерильным это безусловно. Просто сейчас облегчило, что новые именно в отделении стоят. Еще одна проблема, с которой сталкивались акушеры и гинекологи Очимчирской больницы, это отсутствие КТГ – аппарата, который регистрирует частоту сердечных сокращений плода. Беременным, проживающим в Очимчире, для проведения диагностики приходилось выезжать в другие районы. Теперь ситуация гораздо проще. На днях, благодаря аппарату КТГ и постоянному контролю врачей, в Очимчирской ЦРБ появилась на свет крупная малышка Санель Данелия весом более 4 килограммов. В ходе визита в район министр Будба ознакомился с общим положением дел в ЦРБ, пообщался с пациентами и обещал оказывать содействие в оснащении Очимчирской районной больницы. Студия Алак Абжи при поддержке компании Mobile презентовала серию аудиосказок на абхазском языке. В рамках проекта переведены и озвучены более 20 классических и современных сказок для детей, в планах еще более 60. Все они будут представлены в бесплатном доступе на различных платформах, в том числе YouTube, ВКонтакте и Апснетека. На презентации в Русдраме побывала Надежда Боровикова. Студия Алак Абжи презентовала аудиосказки на абхазском языке. Автором проекта является Кама Куцния, руководитель Аида Ханелия. Цель проекта – помочь родителям погрузить детей в родную языковую среду с самого раннего детства. Алак Абжи – это как классические сказки вроде «Колобка» и «Теремка», переведенные на абхазский, так и произведения современных зарубежных авторов, например, «Груфала» Джулии Дональдсон или серия про Пэтсона Свена Нуртквиста. Команда проекта – это профессиональные переводчики и актеры. Бунда Сакани переводит так, что любое произведение звучит, как будто бы оно было изначально написано на абхазском. Амран Адбар перевела нам Пэтсона легко, красиво, свободно. Это прям очень важно, чтобы язык звучал как родной, чтобы он звучал, как будто бы это было написано на этом языке. И я думаю, что нам это удалось. Мы не хотим, чтобы все книги были одинаковые. Есть блок книг, которые озвучивают актеры молодые. Лана Гергия, Леон Барчан, Руслан Амичба. Есть книжки, которые озвучивает профессиональный диктор Алла Кварацхели. И этот блок мы назвали «Сказки моей бабушки». То есть она читает, как бы это читала бабушка. У нас есть дерзкая идея, чтобы нам книжки от имени дедушки озвучивал Владимир Зонтария. То есть у него есть перевод бременских музыкантов, и мы решили, почему нет. Мы хотим попробовать записать его, то, как он будет читать
например, своим внукам. Мама 3 детей Елизавета Малания признает, что литературы, мультиков и сказок на абхазском языке действительно не хватает. Но в последнее время ситуация начала меняться, в том числе благодаря таким проектам, как «Алаку Абже». Мне мама передавала эти книжки, она такая старая, немножко потрепанная была, но мы вот читали оттуда сказки. Потом появились новые сказки, новые книжки выпускали для школ, как вспомогательные. И значит, в эти сказки мы тоже использовали, читали на абхазском. К сожалению, аудиосказок на тот момент у нас не было. Сейчас, на сегодняшний день, хочу сказать большое спасибо еще и системе, которая переводит мультики на абхазском языке, потому что мы их смотрим стабильно. Бывает, даже младшая смотрит по 2-3 раза одну и ту же сказку, мультик на повторе, потому что у нас их мало, к сожалению. И хотелось бы, чтобы все больше и больше сказок, мультиков было на абхазском, аудио, книг, я не знаю, и книг самих иллюстрированных, чтобы больше было. Ну и благодаря таким проектам, которые создает КАМА на сегодняшний день, я думаю, что абхазский язык все больше будет внедряться в жизнь маленьких детей, которые вот с детства, до того даже, как они начали разговаривать, слышали на постоянной основе, как даже сейчас включают многие мультики на фоновом режиме, чтобы это были мультики, которые на абхазском языке. Компания «Амобайл» оказала поддержку авторам проекта. Помимо финансирования, команда «Амобайл» помогла с рекламой и продвижением. На странице «Амобайл» в Ютубе есть отдельный раздел «Алаку Абже», где абхазские сказки можно слушать в режиме плейлиста. Для нас всегда большая честь и гордость участвовать в проектах, которые направлены на популяризацию абхазского языка. Когда к нам пришли с идеей «Алаку Абже», мы в нее влюбились и поняли, что ее надо воплощать в жизнь безоговорочно. В течение этого года авторы проекта работали над записью сказок. На сегодняшний день около 20 аудиосказок уже готовы, и их можно прослушивать. Мне кажется, это большая победа и вообще праздник для нас, потому что наши дети сегодня могут послушать аудиосказки, просто вбив в «Алаку Абже» название проекта в YouTube или ВКонтакте. Кроме аудиосказок, за плечами авторов проекта дублированы на абхазский язык печатные издания, в том числе в формате книжек-панорам с объемными иллюстрациями и современные красочные издания. Тексты и аудиосказки можно найти на разных платформах в сети интернет. У нас будет страничка в Инстаграме, уже мы ее начали заливать. У нас на страничке Амобайла уже 1000 просмотров за пару дней. Есть страничка ВКонтакте. И все, что мы делаем, мы будем выкладывать на ресурсе Абснотека. Это такой ресурс, на котором все, что делается на абхазском языке, собирается, и там будет и детская литература, и взрослая. Мы выкладываем только аудио на Абснотеке или выкладываем вместе с текстом в том случае, если мы делаем дубляж книги. То есть у нас есть еще вторая тема. Это книжки дублированные, то есть двуязычные книги, когда мы делаем вклейки на абхазском языке, и мама может, если, например, какое-то слово не поняла, она может посмотреть, ах, вот, и увидеть перевод. Маленькие гости презентации, которая состоялась в Русдраме, увидели театр теней, а также приняли участие в розыгрыше и получили много ценных призов, в том числе книги, дублированные в рамках проекта «Алаку Абже». Надежда Боровикова, Сосрыку Агуха, Абаза ТВ. Презентация песни Милены Барцец «Крылья свободы» состоялась в пресс-центре «Спутник Абхазия». При поддержке социальной платформы «Будущее Абхазии» Милена Барцец записала песню «Крылья свободы», которая приурочена к 15-летию со дня признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия. Релиз песни на всех музыкальных площадках состоится 26 августа. Песня написана на стихи абхазского писателя Бориса Гургулия. Сама Милена Барцец рассказала о рождении этой композиции и даже спела ее для собравшихся. В последнее время я очень интересуюсь абхазской поэзией. Я начала углубленно изучать и улучшать свой язык. Я считаю, что это очень важно. И для меня, как находясь в Москве, знать его в совершенстве — это такая моя глобальная цель. И как-то я, листая сборник абхазских стихов, наткнулась на
стихотворение, которое называется «Апсна» Бориса Гургуля, и прочитав вот эти четверостишья, в моей душе зародилась мелодия. Не знаю, как это описать, и вот появилась такая идея создать песню на его стихи. Признание независимости в 2008 году подарило много возможностей нашей стране, и это, считаю, важный день, который нужно было как-то с творческой стороны тоже осветить. Мы есть дети свободы, Абхазия, мы есть дети Апсна. Наша святая земля, вопреки всему доцветит. Я залечу твои раны, Абхазия, ты не будешь ждать горем потерь. В любой точке земли я не забуду о тебе, пронесу свою верность судьбе. Сейчас о погоде. В пятницу, 25 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Из-за незначительных перепадов температуры воздуха местами возможны кратковременные осадки, гроза. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 17 до 22, днем от 25 до 30 градусов. Температура морской воды 28 градусов, волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.